С Богом. Уважаемые участники круглого стола, сегодня в Коми Республиканском институте развития образования мы открываем наш круглый стол, посвященный роли слова и ценности русской культуры в современном образовании. Круглый стол проходит в праздновании Дней славянской письменности и культуры. Сегодня здесь, в нашей аудитории, собрались заинтересованные лица для того, чтобы рассмотреть такие вопросы, которые сегодня являются действительно ценными для всех, для нас. Поэтому разрешите всех поприветствовать, пожелать всем хорошего настроения, успехов и, наверное, обменяться своим мнением, да, по поводу такой интересной темы. Спасибо всем большое. И круглый стол, наверное, мы начинаем. И слово передаем ведущей круглого стола. Да, ведущей круглого стола Наталье Станиславовне Сергеевой. Уважаемые присутствующие, уважаемые гости, мы начинаем действительно очень важный разговор. И тема круглого стола звучит таким образом: роль слова и ценности русской культуры в современном образовании. Современное образование переживает сложный период, который длится уже давно. Непонятно, когда он закончится, но мы все должны с вами делать все возможное, все доступное нам для повышения его качества. При этом роль слова в образовании велика, потому что не только предметная область филологии, не только предметная область школьный язык, там, русский язык, а фактически слово – это инструмент и образования, и воспитания. Вот слово – это то, что дает человеку право называться человеком. И те проблемы, которые переживает современное образование, они ставятся, и в настоящее время, наконец, мы можем говорить о том, что какие-то шаги для решения этих проблем все-таки предпринимаются. О том, насколько важна роль слова в формировании человека, я могу привести на очень простом примере. Представьте себе, все мы знаем стихи Пушкина. Вот. И представьте себе, что эти стихи написаны латиницей. Вот, честно говоря, внутри чувствую что-то такое, что можно сказать, назвать одним словом. Это удар. Удар, наверное, по сердцу. Почему? Потому что наша письменность, вот, наша словесная культура, данная нам нашими первоучителями, святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, она дает нам вот это ощущение общей культурной общности, общей духовной общности, которая длится уже второе тысячелетие. Вот поэтому потеря слова в высшем его проявлении является катастрофой. Слава Богу, современное руководство начинает обращать на это внимание. Наш президент Владимир Владимирович Путин, который, будем говорить объективно, очень хорошо владеет словом и доносит наши российские ценности, выступил инициатором и лично обратился к святейшему патриарху Кириллу с просьбой основать и возглавить общество русской словесности, которое представляет собой широкую площадку, а я присутствовала на первом съезде этого общества, широкую площадку для обсуждения очень важных проблем. Честно говоря, первый раз в своей жизни я видела, чтобы в этом обсуждении принимали участие не только учителя, не только преподаватели вузов, принимали обсуждение деятели культуры, науки, искусства, родители, родительское сообщество очень активно выступало, и голос его был слышен.
Вот, для того, чтобы поставить эти проблемы. Потому что действительно роль слова не должна быть потеряна. И очень хотелось бы отметить вот что. Мы возвращаемся, делаем попытку возвратиться к ценностям традиционного русского образования. Отец Артемий, которого мы рады приветствовать здесь, вот, который является у нас заведующей кафедрой гомилетики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. А гомилетика, напоминаю, это искусство проповеди. То есть, выражаясь моим научным языком, это высший тип текста, который несет Слово Божие. Так вот, традиционное русское воспитание, оно всегда имело высокие духовные основы. И то, что сейчас наблюдается попытка к ним обратиться, это очень важно. Роль церкви не в том, чтобы священники пришли в школу, а в том, что церковь, даже вот в трудные минуты, в трудные годы гонений, она вот сохранила эту духовную основу воспитания, которой можно сейчас обращаться в современный период. И мне очень хочется процитировать нашего святейшего патриарха, который является выдающимся ориентиром нашего времени, который говорил так: традиционная русская школа – неотъемлемая часть российской цивилизации, основным формирующим началом которой исторически является духовно-нравственный критерий, духовно-нравственный базис. Как предстоятель церкви не могу не отметить, что наша цивилизация во многом выросла из христианского понимания сущности бытия, из православной веры, воспитывающей ту красоту народной души, которая запечатлена в русской литературе и искусстве. Воспитанию людей в добродетельной жизни с самого раннего детства полагалось в основу педагогики. Удивительно, добродетельная жизнь как непременное условие формирования личности. Согласие духовных принципов воспитания в семье и школе являлось залогом успешного нравственного воспитания подрастающего поколения. И не было никакого противопоставления, чему учили в школе, тему учили и дома. То есть роль слова неразрывна с воспитанием и образованием. Роль слова начинает осознаваться. Мы начинаем обращаться к этим традиционным ценностям российского образования. Что же является наиболее сложным и важным в преподавании русской словесности в современной России? Много говорили о том, что дети не учатся читать. Вот. Дети не учатся, потому что чтение – это не просто восприятие определенной последовательности буквенных символов. Чтение неотрывно от понимания интерпретации. Чтение неотрывно от развития мышления. Дети не учатся выражать свои мысли. То есть они не могут, опять-таки, я говорю языком своей науки, они не могут продуцировать текст. Потому что текст – это не просто, опять-таки, последовательность. В тексте есть мысль. Вторая сторона – это восприятие и понимание. Понимание предполагает интерпретацию. Интерпретация базируется на определенных ценностях, на определенном уровне развития мышления. Поэтому текстоцентрический подход, который сейчас провозглашен в преподавании русского языка и литературы, он является очень важным, и он является основополагающим. То есть нужно учить читать, нужно учить говорить, нужно учить писать, потому что человек не читающий, не пишущий – это человек не мыслящий. И я думаю так, что хотела бы завершить свое вступительное слово тем, что меня очень и очень волнует. Дело в том, что мы, педагоги, мы должны пропагандировать роль слова в нашей жизни. Наша наука, наше педагогическое сообщество, они ответственны за то, чтобы люди понимали,
понимали значение слова речи и в жизни. Потому что каков язык, такова и жизнь. Каков язык, такой и человек. Вот. И каждый из нас несет свою долю ответственности за это, потому что мы имеем дело с подрастающим поколением. Нам доверяют то, что является самым ценным, это детей, то, что является нашим будущим. И каждый из нас на свою долю за это ответственен. И на этом я бы хотела завершить свое слово и передать слово отцу. Мои лета, как можно сметь, свое суждение иметь. Но за что я особенно благодарю Создателя, прежде чем стал священником, я, закончив филологический факультет Московского университета, неожиданно для себя переступил порог школы и до сих пор являюсь преподавателем русского языка и литературы. И, как я понимаю, жанр круглого стола предполагает желание поделиться тем, чем душа полна, душа моя полна тобой, что болит, у кого чего болит, тот о том и говорит. И когда мы выплескиваем накопленное в сердце, то круглый стол общения обретает качество жизни. И, конечно, у каждого из нас, у педагогов, боль это присутствует. Я по пунктам постараюсь, чтобы не монополизировать беседу. Прежде всего, загрязненность умов и сердец бранью, сквернословием, которое воспринимается детьми, а подчас и взрослыми, уже как не сквернословие, а средство коммуникации. И какой-нибудь хлебобулочное изделие под названием блин сегодня настолько глубоко входит с другими лексемами заниженного стиля в сердца детей, что у меня иногда возникает такая искусительная мысль. А дадут ли наши уроки литературы или основ духовной культуры или светской этики какой-либо плод, если дети в своем вербальном словесном поле заражены вот этими словесными токсинами, которые распространяются с помощью воздушно-капельной инфекции. В сообщающихся сосудах уровень жидкости одинаковый по закону Блеза Паскаля. И, конечно, главной своей задачей педагогической, образовательной, воспитательной в общении с детьми, если это общение регулярное и постоянное, конечно, я вижу такой прогрев их умов и сердец, который будет своим плодом иметь очищение души. Нам нужно уметь прививать вкус слова чистого, высокого, святого, праведного, доброго. Потому что, как говорили некогда посланцы князя Владимира, если сладкого не вкусишь, то и горькое не покажется нам горьким. И в этом смысле мне кажется, что в борьбе за чистоту нашего великого и могучего русского языка, который был для Ивана Сергеевича Тургенева единственным утешением и прибежищем в минуты скорби и печали, является не что иное, как работа педагога над самим собой, внутреннее непрестанное трудничество, которое позволило бы педагогу действительно занять место Арины Родионовны, какого-нибудь древнего баяна или современного трибуна, оратора, пусть не Цицерона, но человека, который способен хотя бы привлечь внимание детей. А современные наши детки, особенно в старшей возрастной группе, напоминают умирающих лебедей.
Я вот вчера в одной из школ нашей республики выяснял примерно 15 минут в присутствии директора и должностных лиц, с чего бы нужно начать наш урок. Ну, методом исключения, индукции, мы к 15 минутам вспомнили, что надо бы встать, когда входит директор, какое-то чудо в перьях, гость из столицы. И действительно сейчас потеряно такое единство требований этического характера. Мы, педагоги, перестали быть воспитателями. Однако не должны об этом забывать. И на своих уроках я, например, никогда не упускаю главного требования. Миша, что ты думаешь, как тебе нравится философская лирика Михаила Юрьевича Лермонтова? Какие у тебя есть переживания, впечатления? Нормально. Ну, раскрой, пожалуйста, что ты вкладываешь в это слово. Дети привыкли к односложным ответам, как будто бы они наши афроамериканские друзья. Они отвечают неполными предложениями. Дом, улица, фонарь, аптека. Да, нет. Какой-то тестовый подход, который, к сожалению, внедрен сейчас в наше образовательное поле, лишает детей способности докапываться до самой до сути, какие-то межпредметные ассоциации в себе генерировать. И мне кажется, что любой педагог, не только гуманитарий, но и физик, и химик, и биолог, учитель физкультуры, должен общаться с детьми, потому что им не хватает элементарного родительского внимания. Я, по-моему, начал проповедовать уже. Бабушки сидят с пультами от телевизоров и одновременно смотрят 2 телесериала. Ребенок находится в вербальной пустыне, как Маугли. Отданный на откуп гаджетам, он действительно не развит ни мыслительно, ни словесно. И сегодня педагог обязательно должен уметь подняться, должен на такую высоту словесного служения, чтобы детям было интересно, чтобы его слово привлекало, зажигало, заинтриговало в хорошем смысле слова. Сегодня ребенка вынуть из компьютерного зазеркалья невозможно, если наша речь носит только такой характер академического стиля, что хорошо для студентов не проходит в школе. Мы должны соловьем трели какие-то производить, и орлом пролететь, и мышкой пробежать. И опыт показывает, что если для меня, как педагога, слово – это нечто живое, если я с трепетом отношусь к тому, что хочу сказать людям, если мое слово одушевлено, и это не просто плод какого-то дискурса ментального, но как Герда, ты стараешься вкладывать частичку твоей души, искорку любви, то под руками у нас все оживает. Мне очень хочется похвалить тех родителей, которые, приметив в детях нежелание читать книги, сами им читают перед сном по 10-15 минут из прозы, из поэзии. И опыт показывает, что слушающий ребенок претерпевает какую-то метаморфозу, изменения в пространстве своей души. Вот я вчера рассказывал по телевидению в прямом эфире о своем знакомстве с Валентином Семеновичем Непомнящим, блестящим пушкинистом и философом слова, и удивлялся тому, как он по каналу «Культура», рассуждая о Евгении Онегине, наизусть практически прочитывает этот роман. Откуда, что, как? Оказывается, его мама блестяще знала всю поэзию Золотого, Серебряного века,
И он мальчиком уже в 5 лет знал наизусть «Медного всадника со слуха». И вчера же рассказал об одной замечательной женщине, отошедшей уже в лучший мир в этом году, 108 лет. У меня была добрая знакомая, урожденная княгиня, простите, даже не княгиня, а боярыня, Воротынская. Старушка 108 лет наизусть знала Евгения Онегина, потому что в их семье было принято чтение у камина. И сегодня невозможно недооценить вот эти попытки родителей ввести детей в пространство русского слова, значит, русской культуры. И это работает там, где родители, педагоги сами являются носителями слова и, что называется, за ним не лезут в карман. В заключение я хочу позволить себе напомнить собравшимся, что слово, это лексема, является однокоренной с лексемой слава. Чередование О и А длинного – это индоевропейские законы, которые мы изучали на филфаке. И словени, и славяне – это особый суперэтнос, как говорил Гумилев, миссия и предназначение которого какое-то трепетное отношение к слову, имеющему сакральную функцию, не только средства коммуникации, но и средства прославления создателей созданного им мира. Ну и самое последнее, на круглом столе нельзя монополизировать беседу. 3 правила русской речи, которые вышли из недр народной жизни, и соблюдение которых каждого даже бессловесного аспиранта делают педагогом, призванным глаголом жечь сердца людей. Правило первое. Думай, что говоришь. Говорят, что мужчинам это несколько легче, хотя, я думаю, здесь гендерное развлечение не имеет никакого значения, но выношенность нашего слова, способность осмыслить то, что я хочу сказать, это в наш скоропалительный век, по-моему, не последний добродетель. А второе правило – не говори того, чего не думаешь. Почему нашего президента слова сегодня транслируются, расшифровываются, толкуются, переводятся на все языки мира? И я думаю, в 20 веке такого точно не было никогда. Особенно после Горбачевской эпохи, он как оратор подлежащий произносил, а сказанное особенно вспоминал. Путин не говорит неправды. Он исполняет все, что обещает. И это единство слова и дела, это огромная нравственная сила. Не говори того, чего не думаешь. Лучше помолчи, не лукавь, не лги. И третье правило. Не все, что думаешь, говори. Действительно, часто мы, обращаясь со словом к собеседникам, не слишком учитываем их устроение души, их восприятие. И поспешая, опережая, избыточной информацией загружая собеседника, достигаем обратного результата. Вот 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, это, по-моему, относится к слову. И самое последнее. Многие наши русские пословицы при перемене мест слагаемых дают неожиданный результат. В Москве в советское время было много молодых батюшек, которые были горячими в слове, но определенные органы государственной власти сдерживали проповедующих. И им часто давали такое замечание, оно, по-моему, и до сих пор тоже имеет вес. Слово не воробей. Поймают — вылетишь. А еще кто-то говорил,
таким людям, которые не всегда понимают, зачем, кому, что и в каких интерьерах. Они говорят: дальше едешь, тише будешь. Точка. Так, спасибо, отец Артемий. Я просто хочу сказать, что у меня сразу, как психолингвисту, пришло в голову одно замечание относительно первого правила. Известное Борис Захадар рассказывал, известный писатель детский, рассказывал, как маленькая девочка ему сказала: откуда я знаю, что я думаю? Вот скажу, тогда узнаю. Что очень ярко демонстрирует вот эту неразрывную связь языка и мышления, которая является одной из сложнейших проблем языкознания. Так, уважаемые присутствующие, прошу задавать вопросы. Если можно, я подключусь к разговору. Вчера имела счастье наблюдать ваш мастер-класс, как вы сами заметили. Мастер-класс, как нужно, как педагог должен общаться и вести какую-либо воспитательного характера беседу, может быть, даже урок со старшеклассниками и со средним. Да? Там был 7 класс, 8, 9 и даже 10-классники сидели. 2 часа, представляете, да, это много. Вот эти вот подростки, раскрыв рот, слушали, смеялись, задумывались. И, в общем-то, в происходящем, и взрослые, кстати, тоже. И вроде бы ничего особенного не происходило. Говорили совершенно о понятных вещах, о любви, о достоинстве, о чести, о уважении, о влюбленности. Взаимоотношениях. Да. То есть ничего совершенно нового, может быть, они не узнали. Но то, как это было сказано, совершенно верно, оно дошло до назначения. И возникает мысль, у меня возникла такая, что вот то, что мы увидели, это ничего сверхъестественного, это то, чем должен владеть каждый педагог. Но настолько оно сейчас как-то ушло, что мы уже думаем, что да, это нечто совершенно необыкновенное, и нужно этому учиться. И возникает мысль, да, вот университет готовит педагогов будущих, Институт развития образования занимается подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации педагогов. И мы понимаем, что вот этому искусству, да, нужно как-то учить дополнительно педагогов. Что именно учить? Не техники ведь речи. Очень интересный ваш вопрос, потому что я признаюсь, что практически ежедневно в разных аудиториях, держа слово, я всегда чувствую определенный страх, робость. Прежде чем вступаю в общение, это не какой-то парализующий страх, но рождается эта робость от понимания сверхзадачи. А какая сверхзадача моя была, например, вчера? Конечно, как вы правильно сказали, не сообщить что-то новое, с ног сшибающее. Но задача была действительно разбудить, прикоснуться к тонким струнам детей, хотя бы заинтересовать их, вызвать их сочувствие. И нам сочувствие дается, как нам дается благодать. И сегодня действительно не только дети, но и взрослые находятся в некотором коконе своем. Мы привыкли к официальной атмосфере, привыкли к определенному жанру урока. Но очень часто при работе мысли сердце остается незатронутым. И моя сверхзадача – это, конечно, создать некую атмосферу доверия, радости, такого креативного, творческого плана, чтобы несколько расширились узкие рамки урока, конференции, беседы, чтобы слушатели забыли о времени, о пространстве, чтобы произошло какое-то соприкосновение
умов, сердец. И от этого соприкосновения родилась искра, потому что мы перестали радоваться друг другу. Мы, может быть, даже немножко поднадоели друг другу от бесконечных повышений нашей квалификации, вот, модернизации, вот всех нужных, безусловно, вещей, но за которыми скрадывается самое главное, то, что Сант-Экзюпери написал, роскошь человеческого общения, не обладаемую налогом. И в этом смысле очень непросто начать, очень непросто завершить. На мой взгляд, самое главное в этом искусстве – передать импульс тепла, радости. И я смотрю не как романтик или как поэт на это. Ведь у современных детей очень ослаблены витальные жизненные силы. Подточен инстинкт самосохранения. Но это я о городских говорю. Здесь, наверное, все-таки немножко полегче. Я знаю по судьбам школьников, насколько критичные обстоятельства будут по выходе их из детства, из учебного заведения. И в этом смысле, вспоминая собственную школу, я пытаюсь вспомнить, кто из педагогов оставил в моей душе какой-то теплый след, который бы сопровождал меня по жизни. Оказывается, что из 100 педагогов 2 из них, вот я их вспоминаю. Кто это были? Это были учительница математики, учитель физики, которые тратили на нас, детей, свое личное время, которые общались с нами на перемене, которые не жалели каникулярного времени, чтобы сопровождать нас в какие-то 1-, 2-, 3-дневные поездки, которые действительно вступали с нами в общение. И поэтому, оставаясь человеком в мундире, в футляре, не превышая своих должностных полномочий, только лишь заботясь о исполнении учебного плана, я, конечно, сделаю свое доброе дело, но быть любимым детьми, стать их товарищем и другом, наверное, для этого нужно нечто большее. Нужно давать частичку своей души, воспринимать детей чужих как своих. Я, с вашего позволения, отвечаю на ваш вопрос. Вспомню, как недавно посетил город Арсентьев, соседний с Владивостоком. Меня привели в светскую школу, я общался с пятиклассниками, и меня поразило, насколько дети остро, эмоционально восприняли учителя русского языка и литературы в рясе с бородой. 45 минут отпущен для счастья общения. Что можно вложить в эти 45 минут? Вот у меня осталось такое воспоминание об уроке. С улыбкой вхожу я к детям, любимый возраст, 5 класс. Конечно, девочек 2/3, так нынче водится у нас. В глазах читаю затаенный кусан и рясе интерес. Мне сердце греет позлощенный, красивый иерейский крест. Приветствую всех вас, ребята! Я православный Дед Мороз. Меня, кстати, в лифте вчера мальчик говорит: папе, Дед Мороз. Я говорю: да, только весенний. Нет ли у вас льда? Какой вы класс, неужто 5-й? Ведь я подарки вам принес. Но прежде посчитаем пряди в моей чудесной бороде. Их ровно столько, сколько пядей во лбу у батюшки. Отец — знак мудрости. Вот мои крылья, я поднимаю рукава. За мной хотите эскадрильей подняться к небу? 1 и 2 неторопливых плавных взмаха.
Останьтесь, батюшка, вот до 6 класса проходит. Вы так сейчас шумите, я улетаю от вас. Останьтесь, батюшка, кричат, разлуки ожидая в страхе. Нет, не покину я Галчат. Пришла пора дарить подарки. Лукошко, достаю конфет. Для вас мне ничего не жалко. Кто жить хотел бы до 100 лет. Лес рук поднялся предо мною. Тогда подарок съесть нельзя. Условия от вас не скрою, я улыбаюсь в пол лица. Его отдать должны вы маме. Надеюсь, вас не огорчил? Нет, батюшка, мы понимаем. Бог вытерпеть пусть даст вам сил. Я обхожу детей в ладони, кладу по несколько конфет. Как твое имя? Я Антоний. Что ж, маме передай привет. Увы, настал черед прощания. Благодарю всех за урок. Жаль, нету места в расписании для батюшки. Придет ли срок? Спасибо. Отец Артемий, пожалуйста, вопросы. Потому что роскошь человеческого общения с детьми, вот, и тогда, когда это общение обязательно должно состояться, и когда оно должно быть, опять-таки, выражаясь современным языком, быть эффективным. Я вот возьму на себя смелость, опережая несколько вопросов. Здесь лежит книга, учебник жизни. Это была первая книга, которую мне заказал директор общеобразовательной школы. Это было в 95 году. Мне было страшно писать книгу, я до этого каким-то литературным упражнением не занимался, но в результате моя супруга тоже директор общеобразовательной школы, она самый мой придирчивый румяный критик и насмешник, ну, толстопузый. И эта книга получила гриф департамента образования в результате, в торжественной обстановке был присвоен, и благословение патриарха Алексея. Вот в этой книге я постарался взять все темы, которые только на открытых уроках, классных часах, руководитель, классный руководитель, наш язык и наше слово, Родина, зачем я живу, смысл жизни, отдых и часы досуга. И в основу этой книги вошли как раз эти часы общения с детьми. И вашу ремарку сейчас подытоживая, я хочу затронуть такую тему. Вот сегодня очень непросто нам детей привить им идею целомудрия. Я вспомнил, как молодым священником в 90-х годах я попал в президиум Академии наук, где в присутствии председателя Академии наук держали слово госпожа Лахова, такая есть дама небезызвестная, занимающаяся планированием, в кавычках, семьи. Выступал министр или замминистр Кимелев, ну такой господин. И у нас разыгрался спор. Целомудрие – это устаревшее понятие или нет? И я понял, что я общаюсь с людьми с другой планеты. Потому что то, что тогда предлагалось в 90-е годы внедрить в школы, был там еще академик Лах, Кон. Мне показалось, что его программа составлена не человеком, который заботится о детях, а каким-то, да простит меня он, каким-то Кощеем Бессмертным, где детям предлагалось в средней школе и старшей опробовать сексуальные связи, но не больше 2-3 вечера. Не буду ваши уши оскорблять, но только сегодня нужно уметь, на мой взгляд, готовить детей к семье, как в советское время. Были такие дисциплины. Нужно с маленькими говорить о взрослых вещах. Вопрос как?
Вот у меня здесь первые главы посвящены такому интимному моменту «Дитя в утробе матери». И я помню, как, общаясь с маленькими детьми, первый, второй, третий класс, вы, вопреки возрастной психологии, задаете им какие-то вопросы, которые на самом деле их нравственно укрепляют. Мальчики, милые, у меня к вам вопрос. Если вы захотите, пожалуйста, ответьте. Как вы думаете, сколько времени мы все провели под сердцем у нашей мамы, прежде чем явиться на свет Божий? Современные дети говорят 9 месяцев. Прекрасно. Ну а как вы думаете, сколько времени требуется маме, чтобы нас породить на свет Божий? Или как у Александра Сергеевича Пушкина, из бочки вон вышел царь Гвидон. Вот ты, Миша, ну сколько времени, ты думаешь, мамочка тебя рожала? Минут 15. Сразу возникает контррассуждение. Ну хорошо, не будем сейчас трогать этот вопрос. А вот как вы думаете, мама вас рожала? С улыбкой, с легким серебристым смехом, может быть, со слезами. Тоже разные мнения. Моя мама меня рожала так. У мальчиков действительно представления самые фантастические. Да, интересно. Ну а кто помнит что-то из событий своей внутриутробной жизни? Ведь сокровище нашей памяти вмещает в себя столько всего. У кого есть желание поделиться? Старшеклассники ироничными улыбаются в ответ на этот вопрос. А вот первоклассники, это я здесь запечатлел в этой книге, делятся с батюшкой. Помню, что мне было очень мирно и хорошо. Помню, что у меня было всегда прекрасное настроение. И уроки на вырост очень хороши. Я бы назвал это своего рода такой словесной профилактикой. Потому что чем раньше дети поймут, что любовь и материнство, любовь и отцовство – это вещи неразрывные, чем больше мы им расскажем о том, как мама может беседовать со своим ребеночком, петь ему колыбельные, общаться с ним, думать, какое выбрать для него имя. Вот эти нравственные ценности, неприходящие, они тотчас улавливаются и в 1, 3, и 5 классе. И незаметно мы будем лить воду на мельницу целомудрия, потому что девочка, которая понимает свое предназначение, ощущает себя будущей небесной матерью, она никогда так легко не согласится на сомнительные предложения, как это бывает в тех случаях, когда наши дети практически лишены какого бы то ни было такого доброго, прогревающего и наводящего на осмысление разговора с любимым педагогом. Уважаемые участники круглого стола, уважаемый отец Артемий, я вот с такой проблемой сталкиваюсь. Мы здесь в Институте развития образования проводим курсы повышения квалификации для педагогов. Они у нас не так часто, они у нас по разным темам, можно сказать, в контексте православной культуры, где-то, может быть, духовно-нравственное воспитание, основы духовно-нравственной культуры народов России. То есть какие-то бывают у нас такие, скажем так, не очень частые, но все-таки курсы повышения квалификации. Ну, да. И вот эта радость общения с педагогами, когда мы приглашаем священников, мы чувствуем, как педагоги раскрываются, как теплеет их душа, именно благодаря тому, что вот священники приходят на эти курсы. И после того, когда батюшки вот разговаривают о том, что их волнует, о чем на самом деле переживает их человеческая душа, они потом говорят, нам нужно бы, чтобы такие беседы были в школах. Но мы сталкиваемся с такой проблемой, что у нас необходимо обязательно разрешение родителей на общение с батюшкой.
Но если у нас вот в обществе президент говорит о духовно-нравственной культуре, и у нас церковь с государством, так скажем, она хоть и отделена, но она очень сотрудничает, и всегда единство какое-то вот чувствуется сегодня уже в государстве. И тем не менее, вот наши дети, как вы говорите, встречают и видят в батюшке Деда Мороза, еще кого-то, да, но это только от того, что Так это неплохо. близости нету. Дед Мороз это очень добрый, Близости милый нету. старичок. Поэтому вот хотелось бы, чтобы наши школьники, они встречали батюшку, радовались и общались с ним как с другом, советовались. Вот я сейчас, вы пойдете в школу 43-ю, я так счастлива, что мой сын там, и он вас услышит. Но это бывает так редко. Я бы здесь сказал, проблема непростая. Нужно сказать, что священник не является по определению педагогом. Много батюшек хорошего равно, как и литераторов, и словесников. И дело очень тонкое, потому что если священник был вчера электромонтером или комбайнером, сегодня он стал батюшкой, еще не факт, что он сумеет найти ключ к детскому сердцу. И в данном случае, я думаю, вот мне приходится ездить по губерниям России, и я вижу, как много делают нынче священники для сближения двух сословий, духовного и педагогического. Там, где батюшки дружат с педагогами, организовывают в рамках епархиальных соглашений какие-то паломничества, приятные соединяются с полезным, какие-то курсы. И когда преодолевается это взаимное отчуждение, и священник должен, простите, искорку иметь, и он не для галочки должен приходить в школу, и педагоги должны внутреннее саморазвитие какое-то осуществлять и ощущать себя учениками в определенном плане. Тогда вот эта смычка происходит двух сословий, совершенно замечательные результаты. Я вот, с вашего позволения, поделюсь своим оптимистическим мироощущением, потому что помню 90-е годы и нынешние, благодаря подвигу наших, как зовут иногда, может быть, грубовато, но и ласково одновременно училок, то есть простых учительниц, которые в школах ведут теперь суворовские кружки, которые заведуют какими-то военно-патриотическими секциями. Вот наша молодежь сейчас очень к лучшему меняется, хотя разные мы видим процессы. У меня вот там среди книжек малюток есть желтенькая книжечка, да, словесный венок на главу российского педагога, с вашего позволения, господин профессор, вам за нравственный подвиг учителя. И сегодня, на мой взгляд, не нужно ждать милостью природы, как говорит Сеченов или Мичурин. Сегодня, пока мы будем ждать батюшек, именно тех, которые нам нужны, время утечет, и дети быстренько закончат 11 класс. На мой взгляд, мы как 25-тысячницы. Сегодня каждый педагог должен эту харизму и искорку в себе развивать. И вот мне батюшки рассказывали о баталиях, не баталиях, основы духовной культуры, основы светской этики. А для меня нет никакого драматизма в этом. Дайте мне возможность преподавать основы светской этики. Ведь в этих этических проявлениях, закрепленных нормативно, духовность нашего народа. А что сегодня еще нужно? Как, например, не научить мальчика рыцарскому обращению и благоговейному отношению к лицу женского пола. Научить его подавать руку. Вы знаете, сколько проходит лет после женитьбы, сколько нужно лет молодой супруге, чтобы довести до ума мужа и выработать в нем благоприобретенный рефлекс подавать руку, когда она выходит из автобуса. 3,5 года. И то, если она талантливый педагог. Основа светской этики – замечательная дисциплина. Если у вас есть сердце, если у вас есть понимание, что так называемые волшебные слова и формулы вежливости, на самом деле сакральные молитвенные благопожелания,
можно настолько творчески наполнить и одуховить эту дисциплину. И вместе с тем я совершенно убежден, что каждый предметник, если он человек, и ничто человеческому не чуждо, он должен свой урок выводить на уровень урока жизни. И если бы мне дали физику преподавать, я ненавидел физику, хотя у меня мама в энергетическом институте физику всю жизнь преподавала, и математика у меня была математика. Но сейчас я смотрю, что физика – это просто поле чудес. Дети, закон Ньютона, действие равно противодействию. В физическом мире так. Как столкнешься, так и оттолкнешься. Но ведь об этом говорит Евангелие. Каков ты с людьми, таковы они с тобою. И если хотите, чтобы люди делали вам добро, делайте наперед это добро окружающим. Вчера мы беседуем с детьми о первой сигарете. Ну так, между прочим. Я говорю, первая сигарета – это всегда падение. Не просто скольжение по наклонной плоскости, а падение. Старшеклассники, у меня вопрос. Человек, раскуривший эту первую сигарету, девушка, осквернившая свои девственные уста. Test the West. Есть такая марка сигарет. Как вам кажется, с какой скоростью падает ее душа? С каким ускорением? Формула ускорения. Добивался 1,5 минуты ответа. 9,8 метров в секунду. И любой материал мы можем умно и тактично оборачивать в наших целях. А уж русский язык – это вообще кладезь. Первое лицо, второе лицо, третье лицо, 3 лица. А грамматическая категория одна. Это вообще о чем? Можно я задам вопрос? Простите меня, воспользуюсь правом. Скажите, пожалуйста, просто мне кажется, он в продолжении будет. А как, на ваш взгляд, о чем нельзя говорить с детьми? О чем нельзя? Да. Я бы сказал, что речь идет не о каком-то предмете, а речь идет о духе моего обращения. Нельзя вводить в сознание детей какую-то грозовую, безотрадную, мрачную атмосферу. Вот посмотрите эти фильмы, субсидируемые государством, «Левиафан». Все в России так мрачно, так тошно, и скучно, и грустно, и некому руку подать. На мой взгляд, нельзя давать соприкосновение с ясным пороком, как говорил митрополит Филарет Московский, натуралистическое изображение порока еще никого не заставило от него оттолкнуться. Порок имеет притягательную силу. У меня вот вопрос к методистам по литературе, которые спустили нам в каком там 7, 8, 9 классе, где эти вот произведения Бунина и Чехова, где изучаются виды любви. Простите, но весеннее дыхание, легкое дыхание, простите, но это вписывается в Уголовный кодекс. Ему 56, ей 15. Это вообще-то называется растление малолетних. Ну так, положа руку на сердце. И художественные особенности произведения – это прекрасно, но я знаю точно, что дети сегодня спорят с учителями некоторыми, которые как-то безвольно и бездумно стоят на стороне адюльтера. Бунинские, чеховские произведения. Можно было бы найти ведь у этих же писателей нечто другое, созидательное, как мы сказали, в созидательной атмосфере у нас круглый стол идет. Но вводить детей в это море турбулентности, и я сам преподавал детям,
которым хочется чистоты, идеала. Им хочется победы добра над злом, а не вот этих треугольников Кирсанов, Лопухин, Вера Павловна. И, конечно, можно обо всем говорить, но вопрос, как говорить. Если сердце педагога на стороне добра и нравственности, и морали, то я смогу обо всем поговорить. Если мое сердце где-то занимает половинчатое положение, то в смуту я введу в сознание ребенка. Спасибо. Ольга Ильинична, пожалуйста. Благословите, батюшка. Взаимно. Батюшка, хотела бы узнать ваше отношение к предмету светская этика. Я учитель русского языка и Попробуем, литературы. это можно? Учитель русского языка и литературы с 30-летним стажем. Но последние годы я преподавала предмет светская этика 3 года. И вот, как вы сказали, действительно, пыталась одухотворить это Да. чтение. То есть, естественно, мы каждый урок начинали с чтения Евангелия. Смело. Да. Детки очень хорошо отзывались на это. И вот через светскую этику ведь можно нести православие. То есть ненавязчиво и очень спокойно и прекрасно. Но вот в обществе какое-то произошло деление. Кто-то эту светскую этику ругает бесконечно. Да что это за оргсей, светская этика. Кто-то говорит, дайте нам только православие, больше мы ничего знать не желаем. Но я считаю, что предмет все-таки уже почти 8 лет. И есть на то, видимо, воля Божья, чтобы он был. Прекрасная тема. Моя семья, моя родина и мои нравственные идеалы. Почему бы эта светская этика и не продолжала жить? Спасибо, Господи. Мы с вами совершенно единомышленники, потому что сегодня, вот, скажем, батюшка, я веду всякие нравственные беседы и в государственных, и альтернативных школах. Но если мы будем парить, витать в облаках, при этом не замечать, что у нас творится перед глазами, брошься на нашим романтическим каким-то замыслом, будем мы витать в империях. Сегодня нужно, во-первых, детей заставить выпрямиться. Я вчера ходил вот так вот по коридору школьно, между 2 рядами, говорю, у каждой Оксанки должна быть осанка. Злой человек скрючивается в 3 погибели. Нет, это я без намеков. В 3 погибели, как Баба-Яга. И Змей Горыныч умер от сколиоза. Ну и от табачной зависимости. Да. И я, например, не начинаю урока, если я вижу на заднем, на Камчатке, вот ребенок сидит. Ну, пусть снимает. Поневоле какая-то крамольная мысль, что произошел человек от Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа, Наф-Нафа. Вот. И у меня была бабушка, она была крестницей, прабабушка была крестницей, прабабушка крестницей Столыпина. Бабушка знала с детства французский как русский. Бабушка оставила нам внукам какие-то правила, о которых я сейчас только стал вспоминать. Живу по заветам бабушки. Бабушка нас учила. Дети мои, настроя мальчиков, поймите, в общественных местах и на улице жевать дурной тон. Никогда не позволяйте себе есть в общественных местах. Запомнилось. Еще бабушка говорит такие вещи. О себе старайтесь не говорить. Я хочу кушать. Неприлично. Кушать могут хотеть гости. Те, кому вы предлагаете, кушать подано. Говорите себе мужественнее. Я хочу есть. Ну, бабушка была старомосковского диалекта. Она говорила, у нас дома творога нет. Мы будем есть творог. Но это уже на любителя, конечно. И в этом смысле вот как не надоесть детям, не быть букой, не быть фарисеем, не замучивать их какими-то правилами, принципами, как у Павла Петровича Кирсанова, а вот быть креативным педагогом. Я говорю, друзья,
Вы знаете, чем отличается существо жующее от нежующего? Когда вы жуете в присутствии всех, вы этим самым показываете, что ум ваш не рождает мысль. Ум есть, а мысли нет. И действительно такое выражение лица отсутствующее. И не разочаровывайте, по крайней мере, меня. На других уроках, если вам позволяют, жуйте, хотя меня это не радует. Давайте договоримся так. Я сейчас отвернусь на 2 секунды. Ругать я вас не буду, ссориться с вами не буду. Выгнать не имею права с урока. Это неправильная метода. Вы, ваше село с чуингом, выньте незаметно. Если он вам так дорог, прилепите, пожалуйста, с обратной стороны парты. По окончании нашего урока по светской этике, если желаете, опять отправляйте в рот. Вы знаете, как хорошо действует? И вообще юмор нам очень нужен, чтобы сдабривать и стачивать острые углы. А как вам такое понравится? Вот вы пришли в зал, священник, актовый зал. Простите, я что-то покажу, потому что мы с вами педагоги. Вот на заднем рядах сидит девочка, такая симпатичная, как вы, мальчик. Прильнули. Говорите, комсомольцы, что у вас с совестью? Нехорошо, непродуктивно. Даже в их сторону не посмотрите. Но вчера мы как раз вот об этом говорили, что афишировать какие-то нежные чувства, это значит уронить свой нравственный авторитет. Может быть, я неравнодушен к вам. Онегин я скрывать не стану. Безумно я люблю Татьяну. Но сдержанность – это свойство королей. И чтоб никто не догадался, что эта песня о тебе. Пойте, танцуйте, шутите. Но мы должны добиться того, чтобы наши дети действительно понимали, что такое хорошо и что такое плохо, что прилично, что нет. Когда это сдабривается милой улыбкой, какими-то жизненными аналогиями иллюстрируется, это имеет очень большой вес. И вообще убеждаю, что как ни низок авторитет учителя, все, что мы говорим, все равно как семечко в бороды падает, и все равно это прорастет. Поэтому наша этическая оценка, наше нравственное суждение, особенно если подкрепляется нашим образом мысли и жизни, это очень важно для детей. Простите, я, по-моему, вас нанес вам травму. У нас так прям какой-то вечерний звон. Так, Отец Евгений, все начинается с детства. Вот абсолютно я с вами согласна. И любовь к языку и чтению начинается с семейного чтения, с раннего детства. Вот. У каждого своя была книга. Вот я себя помню с Полтавского боя. Вот, да. Я до сих пор знаю, и вот этот патриотизм какая-то вот неиссякаемый, он оттуда идет. А у вас что было точкой вот этого начала чего-то? Я вас разочарую. Отвечаю. Тайком включал я свой фонарик, под одеялом прячу книгу. Так дети юркали от няни в дворянских гнездах. Не застигнут меня родители, уснули за тонкой стенкой из фанеры. Я чуткий к шуму, как косуля, впивался в строчки жадно, смело. Лукавый кардинал, миледи, бургундский герцог, мушкетеры. Мой дух Парижа тайны ведал, покуда не встречал суровый взгляд мамы. Сдернув одеяло, она Фемидой возвышалась и молча на меня взирала. Ах, детство, горести и радость! Я с умилением вспоминаю, как, разметавшись на постели, еще не зная Божья рая, летал пернатым свиристелем в страну галантных мушкетеров и милых дам с пикантной мушкой. А утром зайчик из-за шторы игриво прыгал по подушке.
Со мной фонарик и до ныне, давно не прячусь в одеяло. В земных заботах сердце стынет, жаль, времени на чтение мало. Мы с братом-близнецом дрались из-за трех мушкетеров. Это была книга у нас просто зачитанная до дыр. И я плохого не запомню. Даже «Миледи» у меня вызывает какое-то такое симпатичное чувство. Не напомнил ее, что она была дамой с пониженным чувством социальной ответственности. По выражению вашего президента. Можно у меня вопрос? Добрый день, Толубянская Наталья, преподаватель гимназии искусств. Вы сегодня у нас будете тоже. Гимназию искусств при главе Виктории А вы Петровой. точно из гимназии? Я преподаватель русского языка и литературы. Все сразу гимназии. прочитывайте. Я также многолетний эксперт. И скажите, пожалуйста, каково ваше мнение, хотелось бы узнать по поводу итоговых наших экзаменов. Да? То есть мы имеем устное собеседование в этом году, на которое у меня ушло полгода, угробленное, просто считаю. Мы имеем ЕГЭ, мы имеем ОГЭ, мы имеем итоговое сочинение. На сочинениях ЕГЭ и итоговых сочинений мы получаем совершенно стандартизированные, совершенно неинтересные сочинения. Темы, да? Именно сочинения детей, потому что эти сочинения пишутся по строгому алгоритму. Да. Проблема, да, комментарии и так далее, и так далее. Как только ребенок пытается высказать что-то свое, интересное, глубокое, характерное для его Да. возраста, он сразу же попадает мимо алгоритма. О, да. Мимо алгоритма. О, да. И он не набирает соответствующие баллы. О, да. Да. О, да. Ну, как я понимаю, бороться с этим бесполезно, ЕГЭ никогда не уйдет. Как я Ольга понимаю. Юрьевна Васильева мне по секрету приходится, естественно, общаться с ее ближайшей правой рукой. Но это не заместитель министра. Она в прошлом году очень хорошую из Краснодара себе выбрала заместителя министра, похожую на нее, интеллигентную, такую русскую, пришедшую к воцерковленную женщину. А вот ее такой правая рука, молодой человек, он мне много рассказывает. Ой-ой-ой-ой-ой, я забыл, у нас с вами онлайн. Ну, давайте так. Сейчас, скажем, Садовничий, ректор Московского университета, открыто и публично говорит, мы ошиблись с Болонской системой. Я ее называю про себя болванской. Она рассчитана на усреднение, нивелирование знаний. И сегодня скрывать не приходится, что сама методика вот эти ГИА, ЕГЭ, это взято слепо с западного образца, калькировано, при том, что эта метода употреблялась в каких-то мексиканских школах для детей без интересов. Нужно было как-то учитывать их образовательный уровень. Но это то, что убивает творческое начало. Мы все это знаем промеж себя и страдаем, и мучаемся. И слава тебе, Господи, вот в онлайне пусть видит, как я крещусь, ну и Шойгу тоже крестится на параде, оставили нашу Ольгу Юрьевну, потому что она получила задание президента, вот, мужественная женщина. Нужно потихоньку возвращаться туда, откуда мы уплыли, потому что российская и советская система образования действительно давала совершенно иной результат. Вот сейчас даже в Сыктывкаре я узнал модель русской классической школы, она в Крыму сейчас распространена. Министерство юстиции для своих школ вот эту модель русской классической школы. Традиционные основы, там словесность по Ушинскому приспособленная для нашего времени, математика по послевоенным учебникам переработанная. Очень интересные результаты. И, конечно, я думаю, что будущее не будет связано с этим однобоким подходом. Наш президент говорит мудро, там есть свои плюсы, но, похоже, с водой можно выкинуть и ребенка. И в этом заячьем тулупчике, это из Пугачева, из «Капитанской дочки», в заячьем тулупчике вот этой стандартизации ребенок просто не может выразить себя.
И, конечно, это только хочется сказать, словами Тютчева: умом Россию не понять, аршином европейским не измерить. У наших детей особенная сталь. Поэтому будем верить, товарищи педагоги, в лучшее будущее. Я бы хотела добавить здесь немножко, уже отец Артемий. Дело в том, что даже вот то сочинение, которое возвращается с тем алгоритмом оценки, который сейчас есть, я просто тоже говорю как эксперт, вот, это все равно получается как бы шаг вперед того, что было, когда были чистые тесты, а мы все педагоги, мы прекрасно понимаем, натаскать легче, чем научить. Да. Вот. А научить — это все-таки сформировать какой-то необходимый фрагмент картины мира. И поэтому вот тот алгоритм оценки, он, слава богу, он хотя бы появился, хотя его надо менять. Потому что если, например, здесь достаточно людей, скажем так, сопоставимого со мной возраста, поэтому давайте вспомним, какие писали сочинения, когда мы учили в школе, и какие были темы, и какие были требования. И тоже те сочинения, которые пишут нынешние дети, и даже конкурсные сочинения, которые нам приходится проверять, и что это такое, и какая это разница. И получается что? Получается, что ребенок, он выразить свою мысль не может, даже на уровне алгоритма. И вот те тексты чрезвычайно редкие, в которых все-таки какая-то мысль бьется, хотя бьется мимо алгоритма. Вот это вот пока мы поддерживать не можем, и это очень плохо. В то же время появляется та же самая самостоятельность мышления, которая все-таки должна быть. Помним, как оценивались литературные произведения. Вот, когда нужно было, например, ту же самую Катерину оценивать как луч света в темном царстве. Спроси современного школьника, он скажет: не греши. Вот. Я не говорю уже о таких произведениях, как Анна Каренина, которые, так сказать, идут, конечно, мимо школьной программы, но все равно это уже совершенно другой подход. И нам нужно вот эту мысль будить. С другой стороны, самое ценное в системе образования советской — это все-таки то, что было взято, к чему были также вынуждены вернуться, потому что все, кто историю педагогики знает весь этот ужас, который был первое время после советской власти. Это было то же самое возвращение к хорошо забытому старому традиционному образованию. Вот. И те лучшие образцы, о которых вы сейчас говорите, это тоже попытка взять все-таки то, что было в традиционном российском образовании. Вот. И если еще обращаться к роли слова, здесь нужно говорить о том, что какой высокий нравственный потенциал несет в себе слово. Не только русское слово, слово вообще родного языка. Потому что говорить о том, что родной язык не нужен, это безнравственно. Родной язык не пригодится, это безнравственно. Это то же самое, что говорить, что не нужна мать, не нужны родители. Они вырастили, вот. Потом мы сами без них уже обходимся, они нам не нужны, да? Вот. Поэтому нужно говорить еще об этом, о большом нравственном потенциале нашей словесности. И о том потенциале, который был заложен в российском образовании, который вот нам нужно возрождать, нам нужно его обязательно возвращать. И то, что сейчас делается, я тоже разделяю тот энтузиазм, что у нас наш министр просвещения. Да. Вот, ей очень тяжело. Да, ей очень тяжело. Более того, мне приходилось как бы быть свидетелем того, насколько тяжело. Вот. В то же время вот те усилия, которые вкладываются, я думаю, что это даст свои плоды, и выражаю большую надежду. А вот интересны ваши мысли о родном языке. Ведь действительно, скажем, в поле русского литературного языка национальные писатели входят через любовь к своему языку и краю. Вот я недавно узнал очень интересную историю возникновения песни «Журавли», которая, нет человека в России, который бы от слез мог удержаться при сердечном исполнении этой песни. И Чингис Айтматов, по-моему, написал
текст. А? Расул Гамзат, простите, да. Да, написал текст, и у него там были, интересно, гуси в тексте. И потом, когда этот текст попал к нашему песеннику, и тот пытался как-то подобрать мелодию, да, вот эти близкие образы гусей заменили на журавлей. И вот пример того, как какой-то, да, и он написал там не о солдатах, а написал о джигитах. То есть речь шла о каком-то локальном таком явлении, да, но через работу над песней она вошла в золотой фонд русской культуры, обняла собой всю эпоху военных лет. Это как раз пример, как прорастает через национальную литературу, прорастает какое-то явление и уже становится шедевром, близким всем поколениям и людям разных наций, интересных. Так, уважаемые друзья, нам пора заканчивать. Я бы хотела попросить отца Артемия. Здесь есть, я смотрю, здесь есть определенный набор литературы. Да, он наш. Есть. Он наш. Вот, может быть, вы скажете несколько слов о наиболее Да, примечательным образцам. Вот, и нам нужно сказать о том, что эта литература ее можно приобрести. Можно приобрести, да. Да, Да, по одной штучке. И после этого мы будем завершать, поэтому да. Кто что не договорил в душе, пожалуйста, сохраняйте. Да. Я думаю, что мы поднимем еще разные важные вопросы. Вот книга учительства, как будто мемуарного жанра. Я делюсь с читателями своими воспоминаниями о начале педагогической своей деятельности. Но у каждого педагога, на поверку, есть свои секреты, свои находки, свои какие-то яркие воспоминания, встречи. И в этой книге я просто делюсь опытом с коллегами о том, как найти доступ к сердцу современного человека, и не только подростка, но и взрослого. Вот книга, которую я написал по просьбе кого-то из дипломатов, по-моему, искусство словесного служения. Живая речь, ее особенности, как не утомить собеседника, как прикоснуться к его душе, как учитывать возрастные особенности аудитории. Книга представляет интерес не только для батюшек, проповедников, но и для всех, кто интересуется публичной речью. Словесный венок на главу российского педагога – это моя попытка ободрить учителя и вдохновить его, и похвала российскому учителю. Книжечка «Малютка радугу человеческого слова», как будто на нотном стане я все слова сортирую. Есть низкое слово, черное, грязное, это нижняя линеечка. А есть слово красное, прекрасное, художественное слово. Есть слово золотое, это слово профессионала, который умеет просто и ясно сказать о сложных вещах. Вот эта книжечка очень нравится молодежи, потому что она дает некий срез вашего словесного запаса. К слову сказать, завтра, да, в Доме дружбы народов состоится именно эта лекция. Ну, эта беседа будет на разные темы. Завтра Книжечка, над которой мне пришлось попотеть, «Размышления священника о маленьких трагедиях Александра Сергеевича Пушкина». Особенно таинственна трагедия «Пир во время чумы». На нее практически я не нашел ничего, что могло бы помочь осмыслить ее идейный замысел. И здесь подстрочник я размышляю в нравственном аспекте о том, почему
и как Донна Анна сдалась посулам Дон Жуана, психология развития страсти и борьба со страстью. Это как бы такие психологические этюды. Последняя книжечка «Размышления о таинстве покаяния». Каждому из нас хочется высказать себя, но каждый из нас, особенно людей, поживших несколько, имеет психологические какие-то трудности. Как я подойду к этому сакраментному моменту исповеди? Каковы бывают ошибки священника, принимающего исповедь? А батюшка – это не последняя инстанция. Мы приглашаем его в качестве адвоката и участника, направляя наше слово к Богу. Книга маленьких параграфов, с какой стороны не откроешь, будет интересно посмотреть. Особенно, конечно, болезненные случаи, связанные с долей женщины в современном мире. Параграф 36. Это священник беседует с женщиной, с девушкой, запутавшейся в своих намерениях. Хотите узнать, как поступает подлинно любящий человек? Он, признавшись в любви, выражает готовность с вами рука об руку идти по дороге жизни до победного конца. Это мы вчера здесь мы беседовали. Сказав «люблю», порядочный человек должен произнести заветные слова. «Я прошу вас быть моей женой». Тот, кто достоин наименования мужа, прежде положит к стопам любимой свое движимое и недвижимое имущество, а сверху и самое сердце, в знак готовности быть рядом с ней и в горе, и в счастье до самой смерти. Кто-то из читающих эти строки пожмет плечами, улыбнется иронично, сочтя подобные речи анахронизмом. Но почему? Девушки и женщины, слыша от священника высокие слова настоящей любви, порой плачут и отходят от креста Евангелия со светлой улыбкой. А это 50 обращений к современным поэтам, точнее, к поэтам России от Пушкина до Евтушенко. Мосты через реку времени. Мне хотелось каждого поэта, здесь такие немножко шаржированные изображения, Есенин, Булат Акуджава, Пастернак, как бы сделать их живыми собеседниками детей и взрослых. Сказки для детей и взрослых. В 90-е годы по первой программе телевидения мне пришлось рассказывать детям сказки перед сном. Называлась программа «Праздник каждый день». Она была наследницей программы «Спокойной ночи, малыши». Вот эти сказки я перевел на язык поэзии. «Дюймовочка», «Красная шапочка», «Золушка», «Снежная королева». И детям не менее интересно взрослым, чем детям оказалось читать эту книгу. Вот намучившись в школе с треугольниками бунинскими и чеховскими, я захотел написать такую книгу, которая действительно могла бы послужить идеалом для тех, кто думает о высокой любви. И здесь в прозе и в стихах собраны истории невымышленные. Скажем, венчает эту книгу история «Черная роза Тифлиса», любовь Александра Сергеевича Грибоедова к Нино Чевчевадзе. Они прожили только 1 год в венчанном браке, он стал жертвой английских спецслужб. О том, может ли человек в современном мире всегда светить имя Божье в сердце. Размышления о молитве Иисусовой. Ну и в заключение, вот еще это для вас. Воспоминания тоже жанр мемуаров. Вы знаете, у священников столько интересных встреч по жизни. Вот, это у нас Михаил Иванович Пуговкин, Николай Караченцев, потом Валентина Васильевна Толкунова. Это такие люди. Вы с ними соприкасаетесь, как пигмей с Гулливером. Ну и пусть это несколько встреч, но очень хочется поделиться
потому что вряд ли время воспитает вот новую Валентину Васильевну Толкунову. И маленькая книжечка, это первая лирическая книга. Вы знаете, что все пишут стихи. И не только Иерей, а и Архиерей тоже. 33 стихотворения и одна поэма. Благодарю вас за внимание. Благодарим вас. Книжечка о России со всех сторон. Природа, поэзия, открытия научные. И даже диск, концерт, новый жанр. Вот чем мне хочется похвалиться по-хорошему. Сегодня проповедь не должна быть в одном жанре, узком и прямолинейном. В Москве мы освоили большие аудитории. Например, Дом музыки заключил со мной по их инициативе. Мы с осени проведем образовательный лекторий «Пророки Ветхого Завета», слова священника, размышления и музыкальные произведения. А это вот концерт Вивальди, 4 времени года и размышления о судьбе человека. Так, спасибо, отец Артемий. Трансляция заканчивается. Я бы сказала, что мы обрываем разговор, к сожалению. Только для того, чтобы потом завязать. Да, но он будет продолжен. Сегодня в 7 часов, а завтра в 4 Да, часа. коллеги, сегодня в 7. А 24 мая в четверг на федеральном канале СПА будет программа вся посвящена святым Кириллу и Мефодию, славянской письменности, русской культуры. Прошу поддержать в прямом эфире. Книги можно